Сегодня у нас в гостях Асланбеков Бекович Агиев. Человек, которого мы пока в основном не знаем. Может быть, кто-то знаком с его творчеством через интернет. Пока вышла одна единственная его книга, вот она у нас в библиотеке уже есть в одном экземпляре. И поэтому он нам мало знаком на сегодняшний день. Но это всегда очень интересно, потому что мы открываем новый мир, мы открываем поэта. Может быть, для кого-то он станет откровением, кто-то станет его поклонником, как некоторые детишки, которые сегодня здесь присутствуют. Человек очень неординарный, многогранный, но в лучшем смысле этого слова поэту должно быть многогранным. Поэт всегда хочет объять необъятное, потому что он идет впереди мира всего. Вот такие хорошие слова, Аслан, хочу сказать о тебе сегодня. Ну и чтобы особо на себе не акцентировать внимание, я даю слово нашему замечательному поэту. Он не просто поэт, он гражданин, он очень интересный человек со своей позицией, такой очень крепкой, жизненной. И если вы мне еще позволите, я вот буквально немножечко зачитаю из его автобиографии. Мне показалось, что это очень важно при становлении человека вообще. Я вырос в правильном месте, где были честные соседи, верные друзья и великие старшие. Считаю за счастье, что родился в Советском Союзе, который дал мне воспитание и силу духа. Я никогда не забуду тех, кто научил любить окружающих меня людей, помог стать тем, кем я стал. Овладевать письмом я стала еще в 4-летнем возрасте, когда мама с братом стала нам читать детские книжки. Самостоятельно я прочитал первую книгу в доме моей бабушки Фариза, где мои дядя Валера и Володя собрали невероятную для того времени коллекцию книг. И вот дальше нам может польстить то, что дальше пишет поэт. Уже будучи в 1 классе, я был, что называется, прописан во всех библиотеках города. То время было очень интересным. Стоило вернуть книгу в библиотечный отдел, как ее забирал кто-нибудь другой. Люди читали, люди любили книгу. А потому понравившуюся мне книгу я тут же начинал переписывать в общую тетрадь. Заметив такое рвение к чтению и письму, родители ежедневно стали покупать мне тетради и ручки. Так, благодаря добрым библиотекарям, золотым учителям и моим замечательным родителям, я научился связывать слова, фразы, изучил обороты речи. Вот мне кажется, что в человеке вот это самое главное, когда человек помнит свои истоки, и когда у него есть чувство благодарности к тому и к тем, кто ему помог дальше в жизни состояться. Аслан, по-моему, состоялся, но каков он, судить сегодня вам. Мы предоставляем ему слово. Большое спасибо, добрый день. Сегодня я хочу и познакомиться, как Гартулов здесь он. Хочу и познакомиться, прочитать вам несколько своих стихотворений на разные темы. Мы, наверное, не будем сегодня, ведущего нету, поэтому мы будем как бы просто читать стихи. И если есть желание общаться, задавать вопросы там какие-то, допустим, да, я с удовольствием поговорю за вами. Ну, начнем мы, естественно, с нашей республики, соседей. Прочитаем несколько стихотворений и на русском, и на латинском языке. Я прочитаю вам стихотворение из новой книги. Новая книга называется «Попадая в прошлое». И серия «Горские напевы» у меня есть вот такая серия. С высот гляжу на землю я. Звездой сверкает и яркой на ней Осетия моя. Пылает солнцем жарким. Лесами пышными полна, блистает и искрится нерукотворная стена, что возрастом гордится. Потоки рек несутся вниз седых ее вершин. Тенистый ласковый каприз оврагов и лощин. Страна скалистых ледников, полей, журчащих рек, любимец неба и веков, краса земли, Казбек. Видограбинский водопад невиданным узором летит, неся воды каскад богов, лелея взоры. Я счастлив, родина моя,
что жил на этом месте благословенная земля, родительница чести. Сегодня нам трудно, мы хор штабах, на что, но как бы там ни было, что бы с вами ни происходило, всегда на нашей земле будут рождаться люди. Я недавно говорил Альберту Бетпину, пусть будет мало настоящих осетин, пусть их будет мало, но пусть они будут осетинами, и пусть это будет 300 человек на всю Осетию, нам этого хватит. Так получилось, арсовался до Сахмуда. Плавно Марса дается, но Василий Сабаевым, Нахикат Баевым, а Нахикат на Баевым, вот, да, Томас, Баевым на полном. Я хочу предоставить вам маленькую девушку, племянницу. Она прочитает стихотворение «Моя Осетия». Ее зовут Лара Тагаева. Моя Осетия, героев кузница и колыбель поэтов, ступень последняя у Божьего порога, земли граница и границы неба, избранница неведомого Бога. Играют ветры в горных лабиринтах, сметая с листьями следы былых побед, хранятся в камне имена великих, незыблем предками оставленный завет. Несутся реки, бурные со склонов, ревут и пенятся, сдвигая валуны, летают в небо брызги и с разгона врезаются в блестящий серп луны. Сходили ангелы на землю по ступени, что возлежит у Божьего порога, и проводили свой досуг и время в делах земных с избранниками Бога. Осетия, мой добрый, светлый край, пронизанный насквозь великим духом, живи в веках и бурно расцветай, пусть наполняет землю слухом твой шелест леса, быстрый ветер, рожденный девственной природой, о чести, мудрости, завете и сердце твоего народа. Рената Кучмазова, многим из вас представлять не надо. Рената Кучмазова, Ирова, мой друг, Каштаран Чибажахова. Я подумал, что Каштаран, что думаю, что забавно. Наша Владимира Рената прочитает вам стихотворение «Арфа». Спасибо. Я тоже хочу пока пару слов сказать об этом удивительном человеке. Это не так, что вот, как в известной басне Капитахари Капитан, но просто это действительно такой человек, который очень такой, у него душа такая, что вот с ним просто рядом стоишь, и уже свет идет такой теплый. И он очень близок по духу, здесь каждому из нас, я думаю, если здесь сидят, значит, они любят поэзию, значит, они любят свою родину, значит, они любят искусство. И дай Бог, чтобы у нас больше таких людей в Осетии было, как Аслан. Арфа. Накалма ямады чинаваржи, чинанамай фыды, хыт жады. Ирон агдавы, пуртия чикажи. Я удры каманишем баш гады. Наваржены шпалитой амашая, чинана май хриштары жарун, каштарыл ежарда, каман нахшая, загалзых, цаммар, хин амафаджон. Чиваржи сар, еумалма арфа, каманиш хриштар, шаби машихар, еуман хур, як ахфенстал аркафа, баркадды заглад. Хазар, Амаак. Валарва яравдават жетты бакаш, шершилай жарат балаштай шифтар, баркатчим аман, ахан ашар, лаварканат параха, сад нафтар. Ребят, я просил бы прочитать для стихотворения портрет. Родительский тема. Стихотворение «Портрет» было написано в то время, когда Мафадуфе в 6 веке. И получилось так, что Рената тоже от
отец, отца нету, здесь у многих, наверное, да? Федор Тамаров, батюшка, да? Это тяжелое стихотворение. Когда я первый раз прочитал, очень долго отойти не мог, и становилось грустно на душе. Я прочитаю сегодня еще. Портрет. На столике моем стоит портрет. Слезами горькими родных и близких вымок. И кажется, что шепчет: смерти нет от времени увядший фотоснимок. Так тяжко без тебя, отец, болею. Что без тебя я, без твоих железных рук, как сокрушаюсь об ошибках и жалею. Ушел из жизни самый лучший друг. Я так и не успел сказать спасибо. И не сказал последнее прости. Свежи цветы, но срезаны, неживы, им на твоей могиле не цвести. Я рад, ты не услышишь стонов сына, как воет он от боли и кричит, как тонет море слез в тумане дымном. Ребенок твой, родившийся в ночи. Звездою яркою ты прогорел на небе, любя родных, друзей, весь белый свет, делясь людьми куском последним хлеба, на ослепительный, меняя черный цвет. Я нависал над рамкой портретной, клубами надо мной табачный дым. Забвение памяти твоей не будет светлой, ты будешь жить, пока живет твой сын. Ведь был не лучше всех, не ангел и не Бог, но жил он на земле, и он любил, как мог. Да, да, соберись два. Глубокий человек, и нас очень глубокий. Я ехал на автофекаш, он настолько хорошо читает мои произведения, что мне кажется, будто... Да, как показал. Я продолжу. У нас есть небольшая проблемка такая в республике. Развитивка. Кадайракта, Гуратта, Чешайнакта, Туалвакта, Читамазична, Дуня ложит, что мы же Лагирагден, здесь Лайнагден. Вот эта проблема, и у меня возникла как-то эта тема такая большая, которую не только я должен озвучивать, в принципе, да, мы должны как бы все сети поднимать вот эту тему. Аланты жабиш тонко. Аланты же зардуватой тажды. Нахашта Иван с комой комма Адам. Надин Ахдау. Намадал тасаши. Нахурнын хох ама волдав авшад. Дынгейл анхашт кудайрага не бахут. Дегуры жара гулантаха шинс фалманжах синкена иронат каха. Валарвы жатты аланты кашинс. Аланты жаху иеза зардуатой. Авшимартан наузан шершан кау. Гордыштан лепот юфут ана мады. Абжардар ю нафадылты ахдау. Тахченгар най жахол нартон маккави. Най ашеттан алантах дау. Тахай алантах дау. Най ашеттан авжаги ахдау мадин. Андархужи дин. Мердал хаштком ойна дину маха. Фулдарзыка баритах так перекон так штата квайкой. Вот манан сондар махашком ной. Шмахима схаба ахдау проискен нам и ахдау шушубы мактана бира кештата ниш. И нахатун баркен знакешта. Там нышкешта. На бозурынкой малаха. На фатучаса лаха. Басамон на звуке намаха. Шмахана мон на то, но поэтический вечер все-таки состоится.
İran'ı jarın bakış. Ajvarjın şepet avjaktı. Falazı yumatın tırnın. Avşadı jırdı yıkımda İran avjarı yakornın. Ya falman şıftırtı şırşır, ya voldafı ulandı ahaştı. Я как-то тут потыкишь, на башице, масышты, акашты. Ашфеттон Аллах уже Адам, андаржа хытылдар фадан, фала ироны вжаджи Адан, ферох макаруил надан. Мафантил махашта каума, нахахты бынма, машатутма, быдырты волдафма, цахнылма, ажжиды шыры, катартутма. Мафыдал ты вождан авжаг, най рай гаенды, най Корон, ма жарды даравды зак, на моим шепот жарн дал. Спасибо. Депутат Куайнадыр Теккендар Ишталуха Штекеника. Фала Мававыр Ахам, Йосиф Андагвал Дугун, Манагер Текке. Садырта бавжыршту. Адам има кушин. Авжакта ахыр кенин. Харина кенин шахырдын. Гитары ясам. Мана я олар каташты. Эрдаттар ма болфулда кедишткен, но там бырткан зыштын, кашкан зыштын. Попробуй говорить, Хорошо, мне это вот с той стороны, да, тоже. Я направлю свою руку в ту сторону. Любовная тема нам интересна. Конечно. Что вы такие старые без любви? Да, просто мы будем сейчас прыгать, как вот сейчас будет любовная тема, потом я не могу обойти без стороны, как бы вот Сафанда тоже настроение на как-то могло не быть, придется нам прочитать. Очень трудно, я сам никогда не читал стихотворение писал, никогда. Единственное, что я сбросил одно стихотворение на WhatsApp, трудно читать, каждому из нас будет трудно читать, но мы не пройдем. На данный момент я даже прочитаю тогда. Ребят, не прочитайте имена монастырь не посмотрите. Много стихотворений. Мы стараемся вот сейчас не из книги, не столько с книги французской, сколько новые стихотворения. Он мне каждый раз удивляет, как под каждый праздник он мне новый стих. Вот это тебе подходит, теперь тебе это подходит. Только женился, он мне прислал стих. Она стелила мне постель. Она являлась по ночам, легко паря над полом, услада раненым очам, бальзам сердечной боли. Она стелила мне постель, дарила жизни ласку, и красок нежных акварель не рисовала сказку. Струилась дождиком весна и оживляла тело. Свобода радугу несла и облаками пела. Она была не божеством, но ангел был ей другом, беззвучным утром миражом, а ночью не супругом. Воруя на заре покой, последний поцелуй касалась нежной губой и звонкий аллилуйя. Меня счастливая заря будила и встречала, но ночь идет, любовь даря, и мы начнем сначала. Ничего подобного. Это про музу поэтическую. Это не про твою жизнь. Я прочитаю вам влюбленный лист. У нас есть Лика Купеева. Кто-то, может, уже видел Лика. Она это так читает, что я так не смогу, честно говоря. Но прочитать. За моим окном растут деревья. Я просыпаюсь, я вижу это дерево, засыпаю, вижу это дерево. У меня занавесок нет. И я смотрел, и наступила осень, и слетел желтый лист. И я понял, что я весь сезон смотрел на это дерево, как эти листья растут и помирают потихонечку, да, стареют.
И как-то вот возникло вот это вот влюбленный лист. Солнце радостью лучистой наполняло мир. Нежно зеленели листья, набирая сил. Засиял под солнцем лист на высокой ветке, безупречно духом чист, полюбив соседку. Днями ей шуршал на ушко, бойко шелестел о любви своей подружки, каждой жилкой пел. Осень заменила лето, дождь сменяет зной, шепчет милый о рассветах листик пожилой. Желтый лист шептал подруге о любви своей, предлагал свои услуги, улыбался ей. Ветер оторвал от ветки в танце закружив, первый раз держал соседку рядом жизнь прожив. Опустив ее на иней, рядышком прилег и застыл погодой зимней у любимых ног. Ну, Юман Бакистан, потом мы перейдем, наверное, вот к тематику войны. Бескрайнее чувство называется. Она часто задает вопрос, ты влюбленная? Я говорю, нет. А как ты так пишешь? Я вхожу в образ. Тогда я влюблен. Так да, потому что был бы влюблен, давно бы женился. Я хочу подарить тебе небо с облаками и радугой нежной, высоту, где еще никто еще не был, и свободу бескрайнюю, безбрежную. В небесах кружат птицы и ангелы. Я боюсь потерять. Заиграешься. Бесконечная звездная мандала. Я боюсь, что ты в ней затеряешься. Я хотел бы смешать утро с вечером. Подарить тебе жизни большую гроздь. Я хочу подарить тебе вечную, нескончаемо долгую молодость. Я бы взял океаны глубокие с островами и рифами смелыми. Положил бы все это под окнами, под ногами, отчаянно белыми. Я в кувшин для тебя собирал моря. Посейдон сурово нахмурил бровь. Как же выносит тебя земля, просто возьми, подари любовь. Солнце от смеха рвется. Нет, зря ты спектакль остановил. Столько в галактике нет планет, сколько у этого парня сил. Понял я, Господи. Благодарю вас и ночь, и свет, сердце навеки тебе подарю такой любви, ты не скажешь нет. Вот мы перейдем на тему военную. Нам нельзя забывать то, что, наверное, забыли, раз такое происходит с нами, гиперболоиды. Нам нельзя забывать о том, что за что воевали наши предки, за наши деды. Но дедушка Шабихаштейк, худый штык, перебитый штыком, тыльная сторона ладони, 7 огнестрельных ранений, 2 контузии. Человека живем закопали, часовое видел и вытащил его оттуда, из-под земли. Земля же шевелилась. Я слышал вот такие истории, такие вещи, что происходило здесь, когда немцы пришли, как это все было. То есть настолько глубоко это сидит, что мне об этом забыть никак нельзя. Вот это, что мои эмоции, ребята, я к вам обращаюсь, мои эмоции, то, что я руками вот так делаю, да, это смешно. Но когда вы подрастете, и у вас появятся дети, ракушман, когда у вас появятся дети, вы любите папу с мамой свет? Как можно их не любить, да? А за что любите, пока не знаете, да? Вот когда вы вырастете, вы поймете, за что вы их любили. Сегодня вам надо их ценить. Офедемо, мадык налажат, а бандерна варзышты, то фашнучи бабудонда, никогда варзышты. Молодцы пайдавыз. Байдают важен, адам, валфарчи бабудон. Вакаразиф цажды, вот ведь друзья же, да? Попробуйте никогда друг друга не предать. Этого уже хватит. Хорошо?
Балакашонын Иронам Вигуршагов, Кедофен. Среди нас есть люди, которые нас по-английски не понимают. Я прочитаю и так прочитаю. Давид Чети. Вот этот наш, предлагаю вашему вниманию вот этого парня. И, ребята, посмотрите вот на этого парня, как глубоко он понимает, что произошло. Я хочу, чтобы вы тоже читали почаще книги. Не просто бегали по улицам, но маму с папой слушали. Она мало помогает, что это кашума. И Давид прочитает, тебе это надо. Давид прочитает «Идет война». Идет война. В ауле горном, на коленях стоя, покрыта черной косынкой голова, пред старцем паловец, от боли воя. Его невеста, бедная вдова. Прошу тебя, Отец, не дай им сгинуть, лишь ты им можешь запретить уйти. Не позволяй, отчий дом покинуть, погибель им не дай свой найти. Дрожит слеза, и сердце в старом теле толкается с душой, решая спор. Двух горцев, добрых, сильных, смелых, смерть может отобрать у гор. Пришла вчера на сына похорон и оборвала сердце старика. Снял со стены оружие, винтовку, не держит ослабевшая рука. Борьба внутри, невестку, жалко внуков. Он приподнял ее, в глаза и заглянул. Убил в груди волнение и муку. Вставай, невестка, не позорь аул. Ступайте, дети, и свершите месть. Вас породившие, не посрамите горы, не уроните в битве дух и честь. А если смерть, то смело и достойно. Смотрите ей с улыбкой бравой, умрите храбро и покройте славу. Сражались храбро, первыми в атаку, всех за собой увлекали братья, врага за родину свою нещадно били, отважных братьев всех в полку любили. Любили старшие бойцы часы затишья, когда разрывов свистопуль не слышно, рассказы слушать братьев о природе, о гордом независимом народе, о землях астинских Божьем даре, заветах стариков и об Алтаве, о пирогах с начинками и пиве. И думали, приедем, будем живы. Но Бог войны не слышит наши мысли, и брошенная немецкой гранатой войной убитые поменялись числа, волной ударной разбросала братьев. Уже не услышать друг о друге, обняться Божьей милости не будет. Заплачет от соседей дед в сторонке, когда придут на внуков похоронки. Не выдержит у матери сердечко на дне Ордона бурного местечка. Себе она, не выдержав, найдет. Стучится смерть в домах, война идет. Это наши будущие звезды, да? Вот мы и пришли к теме написания. Мы прочитаем всего 2 стихотворения, потому что наши артисты, сегодня кто-то не смог приехать, кто-то заболел, и чтобы особо уважаем афоричника, но ты уже афоричный, что вишника, был не журналист, манандаришь, слышь, без слайна, и ровно,
Ришина Манандор Мажор, да, Алкамандар Палмы, Нежа, вот он говорит, Регат, прочитаешь? Может? Скажу честно, не репетировал, еще такие стихи я не могу даже просто так читать, поэтому, если что, если очень. Праздник зверя. Последним днем прощалась с нами лето. Поре осенней открывая двери. И осень, принимая эстафету, несла земле цветные акварели. С улыбками ее встречали люди, но осень вместо нежности и ласки на акварель, наваливаясь грудью, смешалась с грязью радужной краски. Безумный день расширил очи, объятый ужасом великим, и вергла день в пучину ночи, и замер свет в безмолвном крике. И вздрогнул мир от страшной вести, происходящему не веря. Земля, сраженная бесчестием, взирала на жестокость зверя. Молили о пощаде горы, сидящих там на облаках, за добрый осетинский город, где радость превратилась в страх. История скрывает годы, увечья тяжести потерь, но ту звериную породу весла не помнят и теперь. Не удержали зверя в клете, направив стопы в школу, где от жажды умирали дети. Он радовался их беде. Он ликовал при виде горя, горящих в пламени людей, слезами заливая город убитых болью матерей. Любимый нами праздник школьный, когда добру открыты двери, сменился ужасом и болью и превратился в праздник зверя. Уносит время боль утраты, но память бережно хранит глаза детей невиноватых, а по душе звонок звенит. И мамы со своей любовью все молятся на образа, а школа вся залита кровью и горем залиты глаза. Те ребята, которые... Наши, понятно, все, кто был, это понятно, это долг был. Но вот те ребята, которые, спецназовцы, которые погибли здесь у нас, Камдеров врачей школы Сокупты, Мадумов, Самовеж, когда в Сапову, ну, эти ребята, эти герои, если есть рай где-то, то они в первых рядах. Братьями спецназа я посвятил вот этим ребятам. Все рухнуло. Мечты, надежды, вера. Затмило солнце тучами беды. Пришли на землю осетина звери. Последний, отобрав глоток воды у маленького детского создания, стремившегося к свету и познанию. Мир раскололся. Застонали горы, перевернув сознание людей в беслане зверей, захватили школу ни в чем не винных маленьких детей. Накрыло небо пеленой боли. Заныло сердце матери от боли. Не знал отец, и думала ли мама, когда тебя растила русский брат, за сотни километров от Беслана, что мальчика для подвига растят. Ты знал, куда ведет тебя дорога, и прямиком вошел в обитель Бога. Не удержать слезы. Смотрю на фото, обычный, как и все, российский парень, спиной прикрывший жизнь от пулемета, укрывший грудью родину в Беслане. Я вижу горе безутешной мамы с
безудержной болью до конца нести незаживающую рану больному сердцу бедного отца. В глаза гляжу тем 10 солдатам, что встали на пути звериной стаи. Не убоялись под свинцовым градом и вижу, как они заходят в рай. Покрылось вечной славой ваше имя. В бессмертие вела дорога эта, и вы уже не стали бы другими, помеченными ангелами света. Те дети, что прикрыты были вами, они растут, запомнив ваши лица. Те 10, что навстречу смерти встали, восстали сотнями, кто зла не убоится, и вечно жить погибшим на Кавказе живыми в списках славного спецназа. А я стою в надежде разыграться, собрать бы на дорогу денег, силы, с отцами, матерями повидаться героев, что погибли за Россию. Два человека, дно и верх морской. Один искрит, второй убит тоской. Один бездумен, молод, весел и беззаботен, и красив. Второй, что голову повесил, велик душой, но еле жив. Он тоже был когда-то молод и видел жизнь, наоборот, любил свой яркий, светлый город, не закрывал от счастья рот. Он точно так же веселился, встречал и провожал гостей, за правду иступленно бился своих, не жалуя костей. Но час пришел, познав измену, друзей, предательство и ложь, и, ощутив в коленях дрожь, улыбки грусть пришла на смену. И, глядя юности, доверчиво в глаза, и зная, истекает жизни срок, почувствовал, как катится слеза, и прошептал: живи за всех, сынок. У нас есть вот, у всех людей, это вот когда мы говорим про себя, у всех это происходит везде, это происходит по всей России, по-моему, по всему миру, когда один человек чего-то достигает, второй пытается за его спиной сказать, что да нет, я лучше. Вот что-то такое происходит. У меня есть предложение к нашим поэтам показать всем врачам, пекарям, токарям, служащим, что можно быть вместе, что можно что-то начинать вместе. Махан Беппит Альберт Уртабаду. Альберт Беппи наш друг. Альберта Беппиева любят все. И с сегодняшнего дня я буду делать, обязательно буду делать так, я буду читать стихотворения своих друзей на моем творческом вечере. Каждый раз. Пусть вот это будет шабргай, шабрганикам, нахи. Какой-то шажок, пусть будет маленький, но это хорошо, Альберт. Я сейчас прочитаю, вот мне распечатали 2 стихотворения, я попросил это первый раз, поэтому я как не учил это стихотворение, я свои-то не могу выучить, ты уже меня постоянно. Любимый город мой Беслан, ты мне судьбой на радость дана. Люблю тебя я всей душой, и жизнь хочу прожить с тобой. Беслан, ты радость для меня, всем сердцем я люблю тебя. Беслан, тобой я восхищен, навеки я в тебя влюблен. Дороже сердцу не найду, и песню о тебе пою. Тобой согрета жизнь моя, земля моя любимая. Родился здесь я и живу, и девушку одну люблю. Благословение дарит нам любимый город мой, Беслан. Этот парень любит свою родину. Его стихи должны звучать везде.
Аж высокая штаточка, мама. А мы все читаем, такие. Ну еще я буду читать, я не буду России. Сначала буду. И вот еще благодарю тебя, о Боже. Я очень часто вспоминаю прогулки наши по весне. Их не вернуть уже. Я знаю, они мне снятся, вижу во сне. Душа моя от счастья пела, глаза сияли от любви, со мной рядом ты сидела, и я смотрел в глаза. С тобой часто мы встречались, гуляли в тишине аллей. Так почему же мы расстались и не вернуть нам этих дней? Благодарю тебя, о Боже, что я умею так любить, ведь я на свет родился все же, чтоб жизнь счастливую прожить. Я хочу пригласить Гацелуата Зыкова. У меня есть друг Гапузов Гриша. Я хочу его пригласить сейчас на эту импровизированную сцену. Григорий, можно тебя на сцену? Здравствуйте. Это человек во всех отношениях. Из-за него мы сюда. Особенно вот в ширину ввели. Здравствуйте всем. Я вот в этом году познакомился вот со Славом. Мне сразу понравилась его поэзия. Вот я говорю, она вот такая какая-то необычная. И вот что-то в ней такое, что ну, хочется читать и читать. Вот хочется, нет такого, что вот это сегодня я хочу прочитать, этого нет. Вот хочется читать и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и вот что там дальше. И вот я сейчас прочту стихотворение, которое называется «Клоун». Арена цирка, свет софитов ярких, прожектора, как тысячи огней. Давай-ка вниз, сынок, здесь слишком жарко, внизу прохладнее будет и видней. Мы сели прямо против ограждения. Под папин свист и шум пришедших масс на череду чудесных наваждений моргая, но не отрывая глаз смотрел. И в глубине души ребенка цвели букеты счастья и добра. Играла музыка, бренча легко и звонко на тоненьких волокнах серебра. Мне захотелось стать эквилибристом, летать под куполом, как птица над лесами. Хотелось акробатом стать плечистым, факиром, чтобы сыпать чудесами. Наездником хотелось стать, жонглером и дрессировщиком, и фокусником тоже. И вдруг передо мной печальный клоун возник. И холодок по детской коже мне подсказал, что клоун лучше всех. Смотрел недолго он в мои глаза, по гриму на щеке текла слеза, а из груди струился громкий смех. Минуло время, грянули фанфары, объявлен номер, занавес открыт. Выходит на арену клоун старый, печальной маской лик его укрыт. Тот клоун — это я, за чередой исчезнувших как миг десятков лет, живет и дышит на арене цирка мною. Однажды папой купленный билет. И вдруг у ограждения напротив увидел я мальца с горящим взглядом. Из памяти глубин водовороты мне вынесли момент, где с папой рядом сидели мы на том же самом месте, когда я встретил клоуна глаза. И из груди струилась тихо песня, а по щеке ползла предательски слеза. Я вот еще трудно, еще опять я сижу. Есть еще такое вот одно стихотворение, вот я тоже посвятил, ну, посвящаю его, это не мое стихотворение, но
Я вот все-таки, я думаю, что это вот о послании на стихотворение. Сергей Островой написал это стихотворение. В мире по-разному можно жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть и вовремя пить. Вовремя делать гадости. А можно и так. На рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженной солнце достать и подарить его людям. Григорий Капузов, доктор смерть, доктор Фиш. Доктор смерть и доктор, как же освободить? Психиатр. Психиатр, да, доктор психиатр. Мы приехали вот с таким небольшим, коротким вечером, чтобы никто не устал, чтобы никому это не надоело. Если есть какие-то вопросы, или вы хотите, чтобы еще кто-то что-то, может кто-то из зала что-то хочет сказать, может кто-то что-то хочет сказать. Было бы неплохо услышать ваше мнение, то, что произошло сейчас, или происходит, или еще может быть происходить. Как-то вместе, может быть, что-то сделаем, что-то дополнительное. Есть желание кого-нибудь высказаться, что бы сказал? Можно, вот я скажу. У вас есть стихотворение в вашем сборнике «Француз, берегите». И я бы хотела, чтобы вы зачитали вот именно мальчикам, которые там. У меня горло подводит. Да, болею. Стихотворение называется «Впереди». Это Харам Мафут, обижаться тут не на что, ребята. Да, просто как бы, мне тоже делал уже замечание, когда ошибался, потому что это тут никаких обид нет, вы вырастете, станете не младшими братьями, это нормально. Как мне вернуть вам молодость и силу, наполнить юностью и кровью ваши жилы? Она звонила часто, просто так, без повода, и это раздражало, и я был рад. Законченный дурак так мало пообщался с милой мамой. В погоне за рублем, в пылу работы, всегда мешали мамины заботы, и я, бросая трубку, говорил, перезвоню. Но так и не звонил. В кругу застольном, в яростных утехах звонок, как мамы, создавал помехи. Сейчас перезвоню, я говорил, но забывал и не перезвонил. На сердце пусто. Холод леденящий, и от обиды на себя меня трясет. Звоните, говорите с мамой чаще, пока не поздно, выскажите все. Я засыпаю, часто вижу сон. Отец рукой машет. Догони! И, надрываясь, плачет телефон, и мама шепчет. Сын, перезвони. Приятно, что у нас сегодня такая встреча с Асланом. Аслан такой человек, и друзья его все, я знаю, и Ната, я знаю, и Гришу, я хорошо знакома со Златой. И друзья у него все такие светлые, все такие человечные. Мне просто хочется сказать, что Аслан человек совести. И все его стихи, вот все его общение с ним, любая его маленькая фраза, его вот маленькая шутка, а в стихах у него очень много такого подтаенного всего, то, что в человеке будет совесть, и то, что в нужный момент, когда человеку чего-то не хватает, какого-то толчка или какой-то ласки, или какого-то, вот понимаете, упрека, вот просто откроешь книгу, и первое, на что наткнешься, там и будет ответ.
Я очень благодарна нелегкой своей судьбе, я думаю, как и мои подруги. Вот эта нелегкая судьба нас познакомила с Асланом, с его творчеством. И то, что в его таком большом сердце нашлись такие емкие слова, такие теплые слова для нас, для тех, кто пережил трагедию. И он ее пережил. Он пережил ее так, что то, что мы не смогли выразить словами, он смог выразить. Он нашел слово, букву для каждой из нас, для мужчины, для женщины, для ребенка. Я премного благодарна Аслану, друзьям его, потому что те люди, которые его окружают, это его поддержка. Сейчас мне, вот я скажу, очень стыдно, что я за неимением времени как-то далеко, Аслан, прости, пожалуйста, далеко от ребят, от Гриши. Гришу я вообще обожаю, мы с ним делаем очень много добрых дел. Эта акция называется «Добрые дела», с которой мы и с Ренатом ездим по детским домам, помогаем детям, которые лишены родительской ласки. Ездим в Ласку, где вообще больные дети. И я просто думаю, что когда есть такие люди, которые не богатые люди, не богатые, они, может быть, материально не богатые, они богаче всех нас и богаче всех богатых, они богаче душой. Очень многим есть чему у них поучиться, я же говорю, это зеркало, это то прямое, настоящее зеркало, в которое человек может посмотреть и увидеть себя красивым, но с какими-то рогами, вот, понимаете, или некрасивым, но блестящим, сияющим. Спасибо тебе, Аслан, за это, спасибо тебе, друг, я просто говорю вам всем, дружите, читайте, мы все станем намного, ну, ростом не выше, а кругозором богаче и вот душой шире и добрее. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. А молодые это вообще уже профессионалы. Вот мальчикам вот там, которым все говорим весь вечер, ну это такие дети, это пацаны. Возьмите, поучите стихи, вы посмотрите, какие вы станете совсем другие. Вы и так хорошие, станете еще лучше. А стихотворение про папу, да, я вот проплакала. Вот не успели мы многие. И ты не успел, и мы не успели. Спасибо, Аслан. Я вот сегодня... Да, нет, так. Нет, я же на Zoom раз уехала. Вот с этими тремя молодыми людьми я сегодня встретилась впервые. С творчеством Аслана я так встречалась, ну, не очень близко, но я хочу сказать, что в очередной раз у меня вот пробуждается чувство гордости за наших младших. На Каштарфашиба. Ну, это талантливые, молодые люди. Это люди со своей гражданской позицией. Честное слово, спасибо вам большое. Вот много у нас хорошей молодежи. Все время, и вот сегодня в очередной раз, я вам говорю, вы пробудили во мне чувство гордости за нашу молодежь. Я вас благодарю. Спасибо вам большое. В дальнейшем. Григорий, вот говорят, наш Беславский, Гучмазов тоже. Ну вот не знала до сегодняшнего дня. Буду следить за вашим творчеством. Спасибо большое. Удачи вам. Я шел сюда, отмерил себе полчаса, кучу разных мероприятий. Но вот Сусана сказала, я тоже могу сказать. Стихотворение про папу меня остановило. Понимаете, мы все в юношестве. Мы уже взрослые люди, нам уже довольно-таки 20, 30, и дальше больше, чем 40 лет. Мы помним, как была советская власть, кодекс строителей коммунизма, помним комсомол, помним еще много чего нужного и ненужного. Но мы все писали стихи. Я тоже их писал, даже брал на себя по-детски такую ношу, продолжить стихотворение, поэму Пушкина, Руслана Людмила. Получилось много даже страниц. Очень хорошо, что те детские души, которые не все одинаковые, не все так же прекрасны,
когда рождаются, просто очаровательно прекрасны, что они не должны черстветь. Нашему обществу надо противопоставить, ну, такое же общество. Телец, ну, взял какой-то верх золотой над всем остальным. Нужно показать и биться за это, чтобы дети наши знали, что не только банкир, депутат, чиновник, это вот к чему нужно стремиться. Что не только карман ближе всего к счастью, что есть те вечные, незыблемые ориентиры любви, счастья, верности, которые единственно дают нам пропуск в рай. Все остальное нас туда не пустит. Вот такие люди и такое творчество, оно ведь не приносит денег. Оно ведь даже порой, что совсем незаслуженно, не приносит почета в обществе нашем. Немножко искажившимися нашими ориентирами нравственными. Но именно такие люди, как титаны, держат наш мир от того, чтобы он рухнул окончательно, тартарары. Может быть, ну, помните, да, и титанов, и танков, и Прометея, которые шли на подвиг, жгли свое сердце, а люди что толпой где-то сердце затоптали, но люди прошли, а Однако остался. Так что я желаю успехов тебе, успехов, большой тебе благодарности. И в заключение тоже хочу пару слов сказать. Я хочу сказать, что это большое счастье, что у нас есть такой поэт, который современный поэт, не тот вот, который уже, ну, литературные наши поэты, которых мы все знаем, про что они писали, знаем. А он пишет про то, что есть сегодня. Вот увидел что-то интересное, вот увидел женщину, ветерана, увидел в орденах, понял, что вот ей мало уделяют, и захотелось выделить ее, написал про нее, увидел красивый камень, написал про камень, увидел, про каждого из нас он может написать. Он в тот раз тоже на презентацию просто пришли в литературную гостиную, тут же сразу экспромтом он сочинил, так это приятно было, так сразу сочинил стих. Это вот самое ценное, что он пишет про то, что именно сейчас и сегодня и каждому из нас поможет. Думаю, в дальнейшем, если он прочитает каждое его произведение. Каждый раз удивляет, захожу в интернет, опять что-то новое, и такое, что вот сразу трогает. Сразу то, что становится интересным, то, что остается в душе, и это уже на всю жизнь. Так вот как. Так? Я просто, если бы у меня такой друг в детстве был, хорошо бы. С таким кругозором, с таким мышлением. Как ничего лучше, вот я вам прочитаю стихотворение, наверное. Вот когда микрофон у человека в руке, он почему не может остановиться от другого? Сейчас и микрофона вроде бы нету, я стесняюсь, честно. Честно, я всегда, может, иду вот так, вот, на самом деле, вот я стесняюсь всегда. И перед ребенком, и перед... Особенно вот так почему-то, не знаю, перед детьми такое ощущение, как будто я им что-то должен. Я нахожу в этом завижу. Как будто я им действительно что-то должен, я вот стараюсь для детей больше, чем даже для тех, кто... Я расскажу, я прочитаю вам стихотворение про... Сейчас я вас отпущу. Прочитаю стихотворение про человека, который прожил жизнь. Многие, мы все знаем таких людей, которые прожили свою жизнь, они сидят дома, ничем не занимаются, ни детей своих не воспитывают, они их отпускают на улицу, делают, что хочешь. Люди, которые с утра до ночи или забивают там козла в этот домино, да? И есть люди, которые уже вот... Я обращался к младшим. На самом деле вот эти младшие никогда подрастут. Я больше уверен, они сейчас лучше меня, уже вот сейчас на данный момент. Резургакен, они просто сидят, вроде бы, зерна заронили уже. Сегодня мы заронили зерна.
во все детские души, которые здесь сидят. А есть вот такие ребята, которые, старик, пока вот он сидит, отдыхает, там пьет водку, еще что-то делает, я шахак там баты запах, я у вас, да, телевизор, я уж на топатах, когда сюда такую шуму говорю. Мама Алкарсендер, эх, глупая ты баба. Вот про таких, наверное, сказано будет вот. Мне жаль тебя, старик. Называется так, мне жаль тебя, старик. Это как медбрат смотрит на старика, который лежит в больнице, и мысленно разговаривает с ним. Мне жаль тебя, старик. У края жизни твой взор задернут пеленой навек. Я чувствую за ней укоризну и удивляюсь. Что за человек? Ты жизнь прожил без доброго поступка. Играл и пел. Все делал для себя, лишь для себя ты совершал покупки. Обогащался лишь себя любя. Порядочность и честь твои бесследно ветрами благодарности смели. Ты не сказал спасибо человеку, поднявшему тебя вчера с земли. Слепая юность, молодость беспечна, легка и быстротечна для людей. Ты думал, что дорога бесконечна. Наполненный десятками идей, не сделал и шажка навстречу жизни, считая, что живешь как падишах. Теперь ты стар, а злая укоризна в твоих ослепших спрятана в глазах. Ты ничего не понял, Бог, судья, но я другой. Я на своей дороге, стоит у ног твоих наполненный бадья, и я сейчас умою эти ноги. Что ты потом дальше? Uyandım o sakın abonun обед отсюда шпату. Когда фишки, да, вот видишь, у него какая-то... Наверное, на сегодня мы закруглим, чтобы было у нас что запомнить хорошего, а не то, чтобы запомнить логику. Сколько мы там сидели. Я хочу от имени всех сегодняшних гостей, и потом еще мы смеем полагать, что скоро мы будем твои книги, да? Поэт, писатель, любого творческого человека принято спрашивать о планах, но мы немножечко там в курсе твоего творчества, поэтому я могу образовать вас и сказать, что скоро будем надеяться на такие книги. Да? Это большая радость, будем надеяться. Да. А за сегодняшний вечер большое спасибо. На самом деле, вот мы открыли еще один мир благодаря тебе, моего Василия Суховна, и на самом деле это очень здорово. Спасибо. Я не умею закрывать вечера, поэтому я, наверное, просто оденусь и веду. Мы не устаем. Почему ты не устаешь? Кадофонды уже нужно. Мама не написала. Написано.